Стало известно, что детские сады в Восточном Туркестане были переформированы в школы-интернаты. Согласно информации, распространенной в социальных сетях Китая, изменения в основном коснулись сельской местности. Отныне детям из детских садов разрешается возвращаться домой только раз в неделю. Из комментариев к видео, на котором запечатлено положение детей, не способных самостоятельно удовлетворить свои потребности, очевидно, что ситуация в этих учреждениях оставляет желать лучшего. Детей, которых будут воспитывать китайские учителя, должны приводить в детский сад каждое утро в понедельник. Возвращаться домой дети будут в субботу вечером. Ранее подобные изменения коснулись средних школ и лицеев. Основной целью переформирования детских садов и школ в интернаты является иллюзия заботы о детях уйгуров, которые трудятся на заводах и фабриках внутренних провинций Китая, и их ассимиляция. В докладе Международной комиссии по вопросам свободы вероисповедания был рассмотрен уйгурский вопрос. В главе, посвященной Китаю, пишется следующее. Ситуация с религиозной свободой в Китае продолжает ухудшаться с 2019 года. Правительство Китая осуществляет тотальный контроль верующих с помощью технологий наблюдения, включая систему распознавания лиц и искусственный интеллект. По результатам независимого расследования выяснилось, что от 900 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч уйгуров, казахов, киргизов и других тюрков содержатся в концентрационных лагерях, расположенных в Восточном Туркестане. Количество лагерей составляет 1300. Свыше 500 тысяч мусульманских детей разлучили с родителями. На протяжении всего прошлого года на заводы и фабрики Китая было выслано сотни тысяч трудовых узников. По приказу китайских властей было разрушено 1000 мечетей, вывесок и табличек на арабском языке. Кроме этого, комиссия обратилась в Министерство иностранных дел США с просьбой включить Индию в список стран, грубо нарушающих Международную конвенцию о свободе вероисповедания. Высокопоставленный политик из Республиканской партии США Ники Хейли заявила, что правительство Китая должно ответить за ложные сведения о пандемии коронавируса. Хейли запустила онлайн-акцию для призыва Американского конгресса к сокрушительной борьбе с COVID-19. Коммунистическое правительство Китая должно нести ответственность за сокрытие информации и ложь относительно эпидемии. Конгресс США должен принять меры. Присоединяйтесь к нашему движению, направленному на то, чтобы помешать Китаю укрепить свое влияние как в Америке, так и во всем мире. Подпишите эту акцию и поделитесь ею с друзьями, пишет Ники Хейли. Целью акции, которую на данный момент подписало около 100 тысяч человек, является 200 тысяч подписей. По имеющимся сведениям, Китай обеспокоен тем, что Индия отменила заказ наборов для быстрого тестирования и выявления коронавируса в связи с тем, что результаты, выдаваемые китайским оборудованием, оказались неточными. Посол Китая в Дели заявил, что руководство его страны обеспокоено решением Комитета медицинских исследований Индии. До сегодняшнего дня из-за коронавируса в Индии погибло 969 человек. Количество инфицированных достигло 29 451. Госсекретарь США Майк Помпео выразил благодарность правительству Турции за оказанную помощь и предоставленное оборудование для борьбы с эпидемией. «Американцы благодарны вам за дружбу, сотрудничество и поддержку», – сказал Майк Помпео. На своей странице в Твиттере Помпео опубликовал фотографию, сделанную во время посадки грузового самолета ВВС Турции, перевозившего медикаменты и оборудование. Самолет, направленный в США по приказу Эрдогана, приземлился на расположенной недалеко от Вашингтона военной базе Эндрюс. Турция направила в США 500 тысяч масок, 400 тысяч халатов, 2000 литров дезинфицирующего средства, 500 защитных костюмов, 400 масок N95 и 1500 защитных очков. 29 апреля 1951 года китайские коммунисты казнили Алтайского орла и одного из лидеров движения за независимость Восточного Туркестана Осман Батура. Осман Батур сражался против китайцев и русских, которые являлись их союзниками в первой половине 20 века. Да пребудет над ним милость и довольство Всевышнего.